Лейла Хасолтовна очень добрый человек. Лейла Хасолтовна очень ответственный человек. Лейла Хасолтовна очень веселая. Лейла Хасолтовна очень понимающий человек. Перечислять ее лучшие качества можно долго, но самые главные ученики озвучивают четко и без замедления. Такая она для всех. Лейла Албакова – учитель, наставник и просто друг. Такой же девиз и на занятиях. Ответы не заставляют себя ждать. И дело здесь не только в дисциплине, но и в любви к педагогу. Сегодняшняя тема урока – деепричастие как часть речи. Вот это и есть добавочное действие. И если оба действия не выполняет одно и то же лицо, один и тот же предмет, то это предложение построено неверно. Кружковые занятия в Центре творчества детей и юношества Лейла Албакова ведет уже 11 лет. Столько же здесь работает и руководителем. Однако свою жизнь образованию она посвятила еще раньше. Более 40 лет учит школьников правилам русского языка, знакомит с литературой и воспитывает настоящих сильных личностей. Если мы сейчас заглянем в какой-то кабинет, где идет занятие, да, они такие, они и друзья, они и мамы, они и жилетки, где можно поплакаться. Они могут встать, уйти, высказать свое мнение, причем такое не всегда приятное. Да? И вот это мне очень нравится. И мы в детях воспитываем вот эту свободу, но не распущенность есть, потому что очень много закомплексованных людей. Лейла Албакова воспитала не одно поколение специалистов. В 1976 году она окончила школу с отличием и поступила в Чечено-Ингушский государственный университет на филологический факультет направления русский язык и русская литература. Студенческие годы были лучшими и стали прекрасной основой для ее будущего. Завтра экзамен, сидишь в читалке, в общежитии я жила там, 3 часа ночи, я учу. Пробегает какой-то студентик и говорит: перед смертью не надышишься, иди спать. Я спать не пошла, сдала, и этот же студентик потом мне говорит: надышалась. Вот такое. А так, жизнь интересная была. Университет очень сильный был, ЧИГУ, в то время. По лингвистике мы занимали 3-е место. Москва, Ленинград и Грозный. И нас хорошо научили работать. В 1981 сразу после окончания университета девушка выходит работать в 14-ю школу. Этот период Лейла называет своего рода боевым крещением. С тех пор прошло 42 года. Отличник народного просвещения, обладательница медали «Ветеран труда», заслуженный учитель Республики Ингушетия. За годы работы ее труд оценивали по достоинству, но самая любимая по праву – первая награда. Награжден знаком «Отличник народного просвещения». Это было в 95-м году. Некоторые столько не живут. И когда меня к этой награде представили, я была, внутри я была шокирована. Да? А снаружи я говорю: да я еще лет 10 назад могла бы ее получить. Да? Но на самом деле это было неожиданно. Это было неожиданно по той простой причине, что республика была одна, Чечено-Ингушетия большая, и не так часто награды эти появлялись. Учитель перестает быть таковым, когда он перестает учиться сам. Поэтому всю жизнь Лейла Албакова в поисках знаний. Искренность, внимание, а главное – любовь к детям. Как признается педагог, ее профессия требует больших усилий и самоотдачи. Но главное – это все же признание ее учеников и уважение коллег. Она великолепный преподаватель, очень хороший педагог. Она не только наш учитель, она еще и наставник по жизни. Мы можем прийти к ней всегда за любым советом и всегда будем знать, что она нас поддержит и никогда не оставит без поддержки. О ней можно говорить очень много хорошего, потому что она сплотила коллектив наш. Она научила нас, трудные какие-то ситуации у нас бывают, советом. Она такой современный человек. Не то, что если даже мы скажем, что я тоже много лет работаю, но Лейла Хасолтовна, несмотря на то, что она много лет работала в школе, а потом была наш организатор, директор нашего центра,
И у нее можно учиться и учиться. Все, что нам нужно, мы обращаемся к ней. Как товарищ, как подруга, как коллега. Вот такие вот у нас отношения, доброжелательные всегда. Но учить всему педагог не в силах, однако именно он указывает верную дорогу, поэтому в руках учителя будущее. Впереди у Лейлы Албаковой и ее воспитанников единый государственный экзамен. Хава Гагиева, Мухаммед Белакеев, Новости 24.